Я думаю, сам факт встречи — это очень важно, потому что м, Трамп ожидал этой встречи. Если вы помните, день назад или день-два назад он говорил, что он будет и будет хорошо, если президент Зеленскому удастся прибыть в пятницу, в субботу на похороны Папы Римского. И сам факт, что эта встреча состоялась, я думаю, это очень положительный момент. Дело в том, что личное общение, личные контакты — это очень много значит, особенно вот в таких щепетильных вопросах, когда комментируются чьи-то заявления, и тем более они интерпретируются не совсем верно и озвучивают не то, что было вложено в эти заявления, оно всегда как бы является таком на эмоциональном уровне раздражающим фактором, и оно вносит деструктив в возможный хороший начавшийся диалог. И поэтому я думаю, что бы они ни сказали, если даже просто поздоровались и обменялись мнениями по последнему факту, это уже положительный момент. И мы знаем хорошие отношения премьер-министра и президента Соединенных Штатов, и премьер-министра Италии и президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, этот вопрос обсуждался во время их встречи в Соединенных Штатах Америки. И только заручившись вот такими гарантиями от Соединенных Штатов Америки, и мог прибыть Путин в Италию. Только под эти гарантии. А то, что он остается в международном розыске и ордер на его арест, он не аннулирован. И я думаю, что даже если произойдут переговоры и начнутся какой-то реальный политический диалог, одно другому не мешает. Путин остается военным преступником, Путин останется военным преступником, Путин должен быть призван к ответу как военный преступник, несмотря ни на что. И поэтому у меня нет никаких иллюзий по поводу того, что он будет снят с международного, ордер будет аннулирован, и он будет освобожден от розыска, международного розыска. Я это не думаю. Мы знаем, что Соединенные Штаты Америки всегда занимали особую позицию, несмотря ни на какие мировые кризисы. Это было и в Первую мировую войну, это было и во Вторую мировую войну, это было еще 30 лет назад, после того, как якобы распался Советский Союз, и на постсоветском пространстве все войны, конфликты, которые проходили и продолжают оставаться еще замороженными, это все было реальной политикой Соединенных Штатов Америки. Они не собирались портить свои отношения с Россией. Они бы, если бы только война в Украине, я уверен в том, что если бы Россия с самого начала, перед началом российской агрессии в Украину и до этих событий, до конфликта, до войны, если бы они занимали бы такую же позицию по отношению к Соединенных Штатам Америки, все складывалось бы совершенно по-другому. Просто сегодня Путин очередной раз манипулирует мнением и желанием Соединенных Штатов Америки иметь хорошие отношения с Россией. И только лишь это. Но дело в том, что как бы кто ни думал, как бы там Трамп не думал, или еще кто-то, кто вовлечен в этот так называемую имитацию переговоров Украины с Россией. На самом деле никаких переговоров Украины с Россией нет. Есть разговоры, и вот эти разговоры позволяют сегодня Соединенным Штатам Америки и администрации Соединенных Штатов Америки сегодняшней обсуждать с Россией какие-то свои вопросы, которые касаются интересов Соединенных Штатов Америки и взаимоотношений России. На фоне продолжающейся войны идет торг по бизнесу. Совершенно правильно говорят администрации, что deal, мы можем иметь deal. Вот это deal, это ничего не общего ни с будущим взаимоотношений России и Украины, ни с стратегической стабильностью во всем мире, это никакое отношение не имеет. У Соединенных Штатов Америки был шанс, у международного сообщества шанс
избавиться от мировой угрозы, которая исходит, от всемирной угрозы, которая исходит от России. Если бы в 2007 году в Мюнхенском выступлении Путин напрямую не обвинил бы Соединенных Штатов Америки во всем, что негативном, что происходит в мире, ситуация складывается. С этого времени американцы пытаются наладить отношения с Россией. С этого времени, обратите внимание, это же война в Украине началась в 2014 году, а Россия совершала агрессии задолго до 2014 года. Чеченская республика Ичкерия, 300 тысяч убитых, 42 тысячи из них дети. Это все происходило на глазах у всего мира. В последующем война в Грузии, аннексия грузинских территорий. Это все было на виду у всего мира. И мир все это позволял. И Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз. Вот чем сегодня отличается ситуация от 2008 года и 2014 года? Только тем, что сегодня Европейский Союз, Европейский континент, они осознали, какая угроза исходит от России. И сегодня, как бы Трамп с Путиным или Витков там с Дмитрием не обсуждали бизнес-проекты, при этом закладывали бы в основу вот этих бизнес-проектов Украину и судьбу Украины, это ничего не будет работать, потому что Европейский Союз сегодня заняли четкую позицию. Будет сложно? Да, безусловно, будет сложно, трудно, без Америки, без Соединенных Штатов Америки, но эти трудности преодолимы. Самое главное сегодня, та поддержка, которая была от Соединенных Штатов Америки, я имею в виду военная помощь, она будет продолжать поступать. Просто эту помощь будут теперь, в отличие от предыдущего раза, будут просто покупать. А деньги, может быть, каких-то технических мощностей военной промышленности в Европе недостаточно пока, но денег у Европы достаточно, чтобы покупать оружие у Соединенных Штатов Америки и у тех у тех компаний, которые делают это оружие, изготавливают это оружие. Я уверен в том, что ничего не изменилось. Соединенные Штаты Америки будут продавать оружие европейцам и Украине для того, чтобы Украина могла оказывать сопротивление и одержать верх над Россией. Я в этом абсолютно уверен. Поэтому мы должны относиться ко всему, что происходит и что исходит из Соединенных Штатов Америки, исходя из наших интересов. На сегодняшний день, да, нам очень нежелательно портить отношения с Соединенными Штатами Америки. И то, что сегодня руководство, высшее военное политическое руководство Украины занимает именно вот такую позицию, я думаю, это очень верно и правильно. Да, была попытка объяснить очередной раз Трампу и его администрации, что никакой дипломатии и никакого дипломатического решения этот конфликт не имеет. Ну, это не поняли и не восприняли на Западе. Ну, нет, значит, теперь они будут идти до тех пор, пока они не уткнутся носом, как это в свое время произошло с Биллом Клинтоном, который настроил очень хорошие отношения, с Джорджем Бушем младшим, с Обамой, и так далее, и так далее. Поэтому нам нужно заниматься тем, что мы делаем, что делаем. И я думаю, что руководство Украины занимает очень правильную позицию. Самое главное, чтобы не дать повод Соединенным Штатам Америки и не позволить Путину играть вот в этой интрижке, которую начали Соединенные Штаты Америки, в частности, Трамп и его команда. Зеленский при всем своем желании не может отдать Крым или какую-то часть территории Украины, России или Трампу. Просто он не может, у него нет таких полномочий. И самое интересное здесь, принципы, нормы и международного права, они не позволяют поступаться вот таким образом. И самое главное, сами законы Соединенных Штатов Америки никоим образом не могут позволить Трампу юридически признать аннексию территории
Украины законными юридически признать их, де юре и де факто. Да, де факто территория сегодня контролируется. Украина потеряла контроль над этими территориями. Но Украина, украинский народ и никогда не откажутся от законных прав на эти территории. Они рано или поздно должны быть возвращены. И в мире этому очень много примеров. То, что аргументирует, что вот, мол, 11 лет территория находится вне контроля Украины. Балтика и 3 Балтийские республики более 50 лет находились под советской оккупацией. Но в конечном итоге они стали свободными, независимым государством. Именно Соединенные Штаты Америки, благодаря тому закону, который принял Конгресс, не позволял никому признавать юридически эти территории за Советским Союзом, несмотря на очень серьезные и тесные взаимоотношения США и Советского Союза. Поэтому это просто риторика. Да, может быть, вот в свете новых заявлений, когда там администрация говорит, Гренландию заберем, Канаду присоединим, там, вот на этой волне Путин начал подыгрывать ему и говорит, вот если вы начнете с Крыма, признав его юридически за Россией, то вам легче будет дальше двигаться по вашим другим вопросам, связанным с расширением Соединенных Штатов Америки. Это абсолютно непонимание администрации Соединенных Штатов Америки, что оно нереализуемо. Или это такая хитрая игра, которая, может быть, они для себя решили таким образом склонить Путина на что-то другое, пообещав им, что якобы они, возможно, рассмотрят вопрос о юридическом признании этой территории. Это тоже нельзя исключать в этой ситуации. Я не думаю, что Марк Рубио – это системный политик, человек, который знает всю нормативную основу Соединенных Штатов Америки. Не может быть, чтобы он не понимал, что ни Трамп, ни он, ни сегодняшняя администрация не могут юридически признать. Это будет нарушением внутренних законов Соединенных Штатов Америки. Но вот в этой ситуации я допускаю, что они это как бы используют как морковку, да, для того, чтобы куда-то заманить Путина. Но эти ожидания тщетны. Если даже сегодня юридически Крым будет признан Украиной, вернее, Россией, Америкой за этим, Украина это не признает. А до тех пор, пока Украина не признает все эти регионы российскими, Путин не может остановить войну. Дело в том, что Путин не может пойти ни на перемирие, ни на остановку войны. Вот вся система, которой руководит Путин с момента его прихода, и даже с 92 года, с распада Советского Союза, новая Россия, и эта система именно строится на войнах. Они поставили для себя задачу возродить Российскую империю. А империю без Украины невозможно воссоздать. До тех пор, пока в России не найдутся силы и политики, которые понимают, что эпоха империи это в прошлом, это осталось в истории, и что нужно строить новые взаимоотношения и создавать правовое государство, основанное на общепризнанных принципах и нормах международного права, ничего не изменится. И поэтому, ребята, к большому моему сожалению, да, нам сегодня необходимо было бы перемирие, нам необходимо было бы остановить войну и прекратить вот убийство гражданского населения. Но, к большому сожалению, при сегодняшней системе, не в Путине, вопрос не в Путине, при сегодняшней системе и при сохранении России как империи на сегодняшний день, война или перемирие, оно исключено. Мы будем жить в эпоху войны до тех пор, пока мир не осознает, что нужно добиться не перемирия с Путиным, а разгрома, военного разгрома вот этой армии, этой агрессивной армады, которая сегодня бесчинствует в Украине. Дело в том, что те, о ком мы говорим, чеченцы, которые сегодня обслуживают
преступный режим Путина в Чеченской Республике, это не самостоятельные фигуры. Они должны быть там, где Да. им прикажут, там, куда их направят. И поэтому относительно вот этих людей у меня нет никаких иллюзий. До тех пор, пока Чечня будет находиться под российской оккупацией, это будет продолжаться. И она является вот той живой силой, тем пушечным мясом, которые будут использовать. И это использовалось всегда, во все времена, и в царскую Россию, и в царскую империю, и в советскую. И сегодня ничего не изменилось. Даже так называемые хорошие русские либералы, они уже настроены на то, что вот дело в том, что не русские развязали войну и бесчинствуют в Украине, а вот нацменьшинство, там кавказцы, якуты, сибирские народы, вот они творят вот этот беспредел. А вот бедного Путина и эту женщину объявили в международный розыск за преступления, которые совершили они. Нам не надо акцентировать на этническом происхождении военных преступников, которые совершают. Нам нужно обращать внимание на знамя и на флаг. Под каким флагом и от имени какого государства эти люди, кто бы они ни были, бесчинствуют и совершают преступления. До тех пор, пока мы будем продолжать следовать и потакать вот той политике, которая направлена на то, чтобы перевести стрелки, как Инна Курочкина хорошо говорила в своей передаче, перевести стрелки, вот у них это изначально заложено. Во все времена, что бы ни случилось, Россия пыталась перевести стрелки на кого-то и на что-то. И сегодня продолжается то же самое. Просто нам не надо следовать. Мы должны для себя четко освоить. Пока существует Российская империя, нам свободой не видать. И нам мирной жизни не видать. Не то, что нам. Сегодня, я еще раз повторяюсь, сегодня Россия перестала быть исключительно проблемой украинцев, грузин, чеченцев и других колонизированных народов. Сегодня Россия является проблемой для всего мира. И весь мир сообща должен решить эту проблему. За этим ничего не стоит. Решать вопрос преемственности в Чечне, пока она оккупирована, будет не чеченский народ, не Кадыров. Будет решать Кремль. И поэтому, какие бы потуги сегодня Кадыров не делал с тем, чтобы обеспечить правопреемственность какой-то семьи, своих членов семьи, оно абсолютно не соответствует реалиям существующим. Да, в свое время, когда шла горячая фаза войны на территории Чеченской Республики, после гибели Кадырова-старшего, Путин назначил вот этого его отпрыска, жесточайшего молодого человека, который был мотивирован, жадный, бесчеловечный, просто жесточайший урод, моральный урод, которого хорошо нужно было использовать в Чечне. Он это и сделал. Тогда и в мире обстановка была другая, в самой России ситуация была другая. В Чеченской Республике шла горячая фаза войны, и поэтому вот этот прием назначения Кадырова, младшего вместо старшего, оно сработало и дал тот результат, который Путину тогда был необходим. Но сегодня совершенно другая ситуация. Выросло целое поколение людей, которые, в общем-то, не соприкоснулись с войной. Это молодые люди. Сегодня в самой России все те имперцы, которые начинали эту войну и захватывали Чеченскую Республику, они лишены возможности влиять на ситуацию. Это силовики. Конечно, это им не нравится. И они не могут сделать так, чтобы это продолжалось еще на 20-30 лет в Чеченской Республике. Поэтому как только что-то произойдет с Путиным или с Кадыровым, ситуация кардинально изменится. Это уже будет не кадыровские ставленники и не его отпрыски, а тех, кого назначит новую марионетку в Кремле и в окружении Путина. И поэтому, да, сегодня Кадыров, чтобы поддержать и сохранять лояльность и чеченского общества, и своего ближайшего окружения, вот ведет такую игру, политику, что Кадыров и род Кадыровых навсегда пришли в Чечне
в Чечню и будут возглавлять эту республику. Им это необходимо для сохранения сегодняшней своей позиции. А они очень четко понимают, что это не имеет долгосрочную перспективу. Ни его дети, ни попытка его обеспечить власть, обеспечить правопреемство своей семьи. Все зависит от Всевышнего, на самом деле. А если исходить из таких бытовых моментов, которые мы проживаем каждый день и каждую секунду, к большому сожалению, таких сил сегодня в мире нет, которые сегодня заинтересованы были бы, кроме самих украинцев, украинское руководство, украинский народ и друзей Украины, которые заинтересованы в достижении скорейшего мира. Но, к большому сожалению, реальность такова, что на сегодняшний день это невозможно. Когда Трамп говорил о 24 часах, я уверен в том, что он даже не думал и не предполагал, что он даже может стать президентом и что ему когда-либо надо будет реализовать эти планы. Но в первый день, как только он вошел в овальный кабинет, когда ему задали вопрос, вы помните, как он это перевел на шутку, когда ему задали вопрос, вы обещали, что в первый день вы закончите войну, а он сказал, у меня еще полдня, у меня еще есть вторая половина дня, и передал вопрос другому. Он понимает, что оно нереализуемо. И вот в этой ситуации, о которой мы с вами обсуждали выше, вот используя сам факт продолжающейся войны и высказываясь о трагедии, переживаемой украинцами, и о гибели российских агрессоров, которые каждый день умирают непонятно за что, и он одинаково жалеет и тех, и других, в этой ситуации Трамп и его сторонники пытаются решить какие-то экономические вопросы. Может, кто-то что-то сулит. Но, Анастасия, не буду сейчас вдаваться в конспирологию. К большому сожалению, если ответить на ваш вопрос, на сегодняшний день я не вижу тех сил и тех людей, которые могли бы каким-то образом повлиять на ситуацию и положить конец войне. Потому что сама система для нас самым таким серьезным показателем в том, что война заканчивается, это будет, когда Путина не станет. Когда система решит, что Путина нужно вывести из игры, и вот тогда уже вот эта система будет означать, что они решили закончить войну. А Путин сегодня используется им как человек, который является проводником вот этой политики, которая была заложена еще в 90-е годы, 91-й, в развал СССР, когда они решили, что будет восстановлена Российская империя. Вот пока они от этого не откажутся, война будет продолжаться. А от этого, чтобы они отказались, что необходимо? Это вот мобилизация Европы, как что и происходит. И, конечно же, если бы Соединенные Штаты Америки заняли бы позицию добра и позицию Европейского Союза и Украины, это могло бы ускорить окончание войны. Но при всем этом сегодня сама Европа мобилизована, и она будет продолжать и поддерживать Украину. Это может натолкнуть на тех, кто принимает решения, на коллективного Путина, на эту систему, повлиять тем, чтобы они осознали, что в этой войне, эту войну им не выиграть. И в этом случае они попытаются свести это на перемирие, в последующем с тем, чтобы каким-то образом начать выполнять те требования, которые будут выдвинуты украинской стороной, как репарации, как возмещение, как привлечение к ответственности военных преступников.